Абхазская народная заздравная песня «Шарданта», что в переводе означает «многое лето», закономерно открыла первый международный хоровой фестиваль с одноименным названием. Государственная хоровая капелла под руководством народного артиста Абхазии Нодара Чанба презентовала получасовую абхазскую программу. Звучали народные песни и произведения Раждена Гумба и Нодара Чанба, а завершилась абхазская часть фестиваля народной плясовой «Аураща». Уральский государственный камерный хор из Перми, который славится исполнением духовной музыки, впервые приехал в Абхазию. Художественный руководитель, народный артист России Владислав Новик привез на фестиваль программу «5 веков русской духовной музыки». Впервые в Абхазии, в этой солнечной, прекрасной стране. Нам очень понравилось. Замечательные люди, улыбчивые, солнце, море. Мы просто без ума. И наши, так сказать, артисты хотели бы снова и снова попадать сюда. Нам обещали через год нас пригласят, но это как-то год даже для нас кажется, что он длинным периодом. Главный гость фестиваля – камерный хор Московской консерватории под руководством профессора кафедры хорового дирижирования, большого друга Абхазии Александра Соловьева. Молодой коллектив, состоящий из студентов и аспирантов, представил динамичную программу. В нее вошли произведения европейских композиторов и русские народные песни. Шквалом аплодисментов зал благодарил солистку хора Марию Челмакину с ее неповторимым сопрано. Камерный хор Московской консерватории представил несколько театрализованных композиций, в том числе на песни «Белая черемуха», «В ополе березка стояла» и «Жених у ворот». В такой исполнительской интерпретации русские народные песни Абхазия раньше не слышала. Во многом рождение этого хорового фестиваля в Абхазии стал возможен благодаря тому, что наши коллеги увидели, что мы делаем, в частности, в Московской консерватории, поскольку у нас в этом году прошел 15-й международный осенний хоровой фестиваль имени профессора Бориса Григорьевича Тевлина, и то, как это проходит на протяжении вот уже 1,5 десятков лет, то, насколько важно действительно и для профессионалов, и просто для любителей музыки. Это, в любом случае, это такая просветительская акция. На этом, к сожалению, невозможно заработать, но нужно стараться сделать так, чтобы пришло как можно больше людей, потому что в программе и сочинения современных авторов, и духовная музыка, и, естественно, большой объем репертуара посвящен военно-патриотической тематике. Сюрпризом для зрителей стало 4-е отделение концерта – объединенное выступление коллективов Абхазской государственной капеллы и камерного хора из Москвы. Вместе большой хор исполнил «Богородица, Дева, радуйся», абхазскую народную песню «Ранение», а также всем известные и любимые песни «Катюша» и «Калинка». Студент первого курса дирижерского факультета Московской консерватории Барас Кучба стал настоящей звездой вечера. Выпускник Сухумского музыкального училища в ходе концерта выступил в роли артиста хора, затем аккомпанировал своему коллективу за роялем, а после даже руководил объединенным хором Абхазской капеллы и Московской консерватории. Я считаю, что музыкант должен в каждой сфере развиваться, и я думаю, что мне повезло, и я тому рад, что мне позволяют и в качестве концертмейстера, в качестве дирижера, в качестве артиста хора выйти на сцену. Я, конечно же, безусловно рад. Я этому
фестивалю желаю много лета, чтобы каждый год к нам приезжали лучшие коллективы России, и не только России, даст Бог. И я думаю, что этот фестиваль поднимет на высокий уровень культурную жизнь Абхазии. И думаю, что это будет очень приятно нам всем. Программа первого хорового фестиваля «Шарданта» растянулась почти на 3 часа, но зрители покидали зал не уставшими, а наоборот, полными сил. Спасибо большое организаторам данного проекта. Надеемся, что такие культурно-массовые мероприятия будут иметь продолжение в нашей стране. Спасибо большое. Замечательное мероприятие, душа улетала, и столько массы впечатлений, столько добра, позитива, слияние голосов – это что-то невероятное. Один голос – это прекрасно, но когда их так много, и они так соединены, переплетены, просто восторг полный. Очень понравилось, очень. Я первый раз на таком концерте, и я сама от себя не ожидала, что мне так понравится. Вот и если публика уходит с концерта с ощущением воодушевления, с каким-то таким позитивом. Я больше 15 лет проработал в Московском театре «Ленком», и я вспоминаю слова Марка Антоновича Захарова о том, сколько должен стоить билет на спектакль. Он говорит, ну, примерно как бутылка шампанского, потому что вот этот эффект после того, как ты немножко позволишь себе пригубить, вот он должен быть такой духоподъемный, полетный, лучезарный, солнечный. Кульминацией вечера стало импровизированное исполнение отрывка из «Многое лето». Все участники фестиваля из 3 хоровых коллективов вписали в историю новый гимн первого международного хорового фестиваля «Шарданта». Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.